обыском мэрии, которые как раз и касались дорожных работ по блокаду взрослых лет, и по как раз таки вы упомянули по социальным объектам, по пристроям, по какому принципу все-таки строится пристрой, зачем в пятой школе пристрой. И, естественно, вот мой постоянный вопрос, который я вам задаю по первой школе, да, какое решение будет принято по этой школе. И, естественно же, вопрос ребром по деятельности и работе Семенова Алексея Дмитриевича. Так, начнем с обысков. У нас, как вы знаете, вообще деятельность по дорожному строительству, она с самого начала своего, в особом фокусе внимания находится. Значит, у нас и в прошлом году возбуждалось уголовное дело, которое, без движения остается до сих пор. Значит, и в этом году у нас было, на удивление, возбуждено против 10 подрядчиков, которые работали в 2019-2020 году, уголовные дела. Значит, нужно понимать то, что возбуждены они по статье 159 части 3. Значит, людям инкриминируется, что они там при выполнении работ какое-то мошеннические действия совершили, и произошло, значит, вместе с тем, значит, мы понимаем, нужно понимать следующее, да. Все эти объекты 19-20 года и с точки зрения проведения следственных мероприятий и расследования в разгар строительного сезона, это усложняет жизнь в контексте сегодняшнего строительства. Вместо того, чтобы строить дороги, там наши технадзоры и подрядчики занимаются там очными ставками и прочими. Вместе с тем, если есть и будет доказана их вина, они должны нести наказание. Но мы должны погрузиться в контекст, я вас должен погрузить в некоторый контекст. Вот смотрите, строится мост за 26 миллионов, возбуждается уголовное дело, как будто человек совершил мошеннические действия на 14 тысяч рублей. Есть уголовные дела на 23, на 42 тысячи рублей, до 100 тысяч рублей там несколько уголовных дел возбуждено. Для вашего понимания, 14 тысяч рублей это полчаса работы техники. Вот, с этой точки зрения, но вместе с тем проходят обыски, изъятие документов из-за таких моментов. И, естественно, само собой, значит, это вызывает очень много вопросов, как и у людей, которые работают сегодня технадзорами, а надо ли мне это работать здесь, если такой подход. Да? И, соответственно, у подрядчиков, а зачем мне работать в городе, если рано или поздно это заканчивается такими вот непонятными вещами. Поэтому с этой точки зрения, конечно, но тем не менее мы работаем и мы будем продолжать работать. Значит, наша задача очень проста. Мы должны в этом году 49 километров 200 метров, значит, во что бы то ни стало построить и сдать в сезон. По СОШ номер 5. СОШ номер 5 у нас пристрой имеет проект, который прошел государственную экспертизу. И нужно быть реалистами, и понимая контекст перегруженности наших школ сегодня, пристрой это является одним из выходов. К слову, мы, значит, сегодня делаем проект пристроек в 26-й школе по аналогии 31-й школы, значит, и дополнительное здание в 29-й школе. Поэтому строительство пристроев, там, где возможно, там, где их можно расположить и пройти государственную экспертизу, мы будем это делать. С точки зрения СОШ номер 1, значит, по СОШ номер 1 мы принципиальное решение, оно не меняется. Значит, СОШ номер 1 будет размещаться в здании Холбоса, Якутского торгово-экономического колледжа, который, значит, расположен в Залаге. Для этого необходимо будет провести работы по ремонту. К слову, эти деньги сегодня определены в государственном бюджете, были приняты на пленарном заседании, значит, бюджетов корректировки. Сегодня вопрос стоит в имущественного характера в собственности, да, определение собственности, каким образом будет с Холбоса передано республике. Этот вопрос решится в июле месяце, и как только это будет решено, приступим к строительным работам. Пока же, понимая то, что все эти мероприятия там обусловлены временем, мы понимаем, что это проходит 1 сентября. Вместе с тем, значит, была проведена работа по еще раз, значит, определению технического состояния здания. Значит, и судом было вынесено решение, то, что, значит, мы еще год можно работать в этом здании, жить, значит, и угрозы такого нет, но мы дополнительно проведем еще мероприятия, там, где надо что-то укрепить. То есть начнем 1 сентября в СОШ номер 1. Как только будут завершены работы, они будут завершены, определены источники по ЕТЭКу, школа в полном объеме переедет туда.
такая. А по 34-й школе какое решение? Сейчас по Клементьевичу, да, еще? Да. Да, ну, по деятельности Алексея Клементьевича он у нас, значит, был избран, назначен руководителем управления образования в ходе работы, значит, с директорами школ. Директора школ сами его избрали как руководителя управления образования, поэтому с этой точки зрения легитимность его подтверждена решением совета директоров, которые есть по школе. При этом он был сам председателем этого совета. Это вопрос, который, нужно, фактура есть, да, то есть с точки зрения, значит, его работы, мы сейчас пересмотрим ее в контексте там каких-то претензий, если есть, если они будут подтверждены, то мы будем принимать решение. С точки зрения организации учебного процесса, учеба в школах идет, значит, дети ЕГЭ сдают, поступают в высшее учебное заведение. С точки зрения проблем, которые возникают, они на самом деле носят системный характер. Я не вижу здесь исключительно вины Алексея Клементьевича. Вместе с тем, ваша позиция, она имеет место быть. Мы по той критике, которая есть, посмотрим. Если действительно там какие-то моменты есть, то будем иметь их во внимании. По СКОШ номер 34, вы были на объезде, мы при принятии решений по ВПРФ, здесь какая логика была? Мы сейчас приступим к строительству 112-го квартала, и для того, чтобы приступить к его строительству, мы должны уйти от подходов, которые осложняли, то есть сначала соцобъекты, потом жилье, чтобы завтра дети, которые сюда переехали, они сталкивались с проблемой, которая в 203-м микрорайоне. В 112-м квартале планируется построить порядка 200 тысяч квадратных метров жилья. С точки зрения количества квартир и обеспеченности этих детей школой, да, то школа там необходима действительно большая. С этой точки зрения мы предложили такой вариант, значит, за основу взять. И, соответственно, получили обратную реакцию родителей детей со СКОШ номер 34. Она абсолютно имеет место быть. И, исходя из этого, был осуществлен выезд совместный, значит, мы все поехали вместе с главой республики, где была поставлена задача по необходимости строительства адаптивного центра дошкольного, школьного и постшкольного образования для коррекционной школы. Соответственно, мы эту задачу сегодня прорабатываем, ведется работа с ВЭБом, значит, ведется определение характеристик. До конца этой недели мы готовы будем представить, значит, технико-экономические показатели приблизительные, что там будет построено. Будет коррекционная адаптивная школа. По нарушению сферы строительства. Я писал статью о том, что Прометей, спор между торговым домом «Стая» и Прометеем, построен газопровод высокого давления там, и вблизи с ним строит свой объект Прометей. В прошлом году управление архитектуры отметило, что там есть нарушения. Получается, задним числом объект выиграл. Как в этой ситуации вы объясните поведение управления архитектуры? На какой объект выдано разрешение? Там строй в объекте таких зданий, скорее всего, под торговой закрытым. Смотрите, я с точки зрения обращения с Тайрой и прочего вашей статьи, я не читал ее. Значит, если есть какие-то нарушения, мы готовы провести внутреннее расследование сразу и принять какие-то меры. Поймите то, что, значит, выдача разрешений на строительство и прочее, это строго регламентированный документ и процедура. Поэтому, пожалуйста, мы готовы. Сидя здесь сейчас, я не могу вам точно ответить, когда какие разрешения были кому выданы, я не в контексте. Мне необходимо, значит, какое-то время, чтобы у специалистов запросить информацию, какой спор там между Стайерами, кем говорите, Прометеем, по какой-то газовой трубе, я не в курсе, надо посмотреть. Я не готов сейчас. Сначала они признавали нарушение, я с ваших слов не могу сделать. Давайте мы зафиксируем это как официальное обращение. Вашу редакцию мы ответ отправим. Сейчас необходимо просто посмотреть. Градостроительная деятельность, она же четко регламентирована, нужно факты смотреть. Я не в вопросе, чтобы сейчас сказать, что-то правильно или неправильно. Пожалуйста. Спасибо. Указ о социально-экономическом развитии города широко разрекламированный. Он подписан или нет? Если нет, то в чем причина, чья вина? Вроде как ждем, да? Я что-то пропустила. Нет, он не подписан по одной простой причине, то, что он до конца не сформирован как текст. С точки зрения определения мероприятий и плана мероприятий, который, значит, будет
лежать как приложение к этому указу, да, то эта задача сегодня, значит, сводится к тому, что мы должны сейчас будем с этим текстом пройти обсуждение с населением города Якутска там, по отраслям, значит, для того, чтобы они могли оценить, насколько это действительно может повлиять на их жизнь и качество жизни города Якутска. Вот и все. Как только эти обсуждения будут пройдены, он будет подписан. Взаимодействие ваше с Гордумой и Ултуменом. Еще последний вопрос. Взаимодействие? Как выстроили? Выстроены очень конструктивные, хорошие отношения взаимодействия с Якутской городской думой, с Ултуменом. Мы периодически встречаемся с депутатами Ултумен, значит, с группой «Столица». Эти встречи проходят по вопросам как раз-таки формирования указа, закона о столичных функциях и о тех наших инициативах, которые по алкобизнесу и, значит, по управляющим компаниям. С точки зрения деятельности с Якутской городской думой мы очень плотно взаимодействуем. Депутаты Якутской городской думы участвуют активно в вопросе не только законотворчества, но и сейчас вот в ветви исполнительной. Они с нами ездят на объезды, смотрят, контролируют объекты дорожного строительства, значит, участвуют в контроле и, значит, общении с людьми по вопросам благоустройства территории. Спасибо. Сразу точка взаимодействия, программа точка взаимодействия. У меня предложение для экономии финансов вашего бюджета, города и так далее. Создать комиссию. Дело в том, что мы провели анализ построенных новостроек. Ни один объект не соответствует плановым запланированным регалиям. Ни один. Даже Прометей, который там нет водоотведения. Предложение такое: создать комиссию в составе СМИ и так далее, и так далее. И тогда вот эти воркаут-площадки, водоотведение, извините, вот где Прометей, автодорожку, где должны сделать, не сделано. Школа строится. Может повлиять на бюджет города и сэкономить. Лермонтова возьмем. Озеленение. Принят такой большой микрорайон на Лермонтов. Опять Прометей. Но ни одного дерева. Возьмите высоту. Вот такое у меня предложение. Любой можно район города взять. Нигде застройщик плановые показатели продает нам красивые квартиры 203 в одном месте, где нарисовано, что стоянка 30% должна, для дома. Нет ничего. Это не соответствие архитектурному плану, правильно? Может быть, мы найдем общий язык и заставим людей сделать. Вот сами скажите мне, вы говорили про теплые остановки. Смешно же, как на микрорайон без остановок. И это 203. Все? В итоге что? Нет, будете создавать такую комиссию или нет? Комиссию создавать? Ну, с точки зрения комиссии, которая будет принимать, или что делать? Проверять застройщика, который гарантия заканчивается. Пожалуйста, тут же вот Сусанна сидит, она и без спроса любит комиссию. Нет, хорошо, там строй великолепно, ничего же не сделал там по благоустройству. Давайте поедем, посмотрим, что они не сделали. Я все показал уже. Спасибо. Хорошо, давайте посмотрим. Комиссию можно создать, да. Вопрос переезда мэрии в 17-й квартал. Ваше предложение, насколько оно еще актуально? И второй вопрос. Вы сказали о том, что будет увеличиваться, планируете увеличить расстояние от социальных объектов до алкомаркета. В перспективе может ли это привести к тому, что в принципе все алкомаркеты выйдут за территорию города, потому что не будут помещаться в наших условиях нового законодательства? И как это будет коррелироваться с желанием бороться с теневым бизнесом? Мы же понимаем, что если алкомаркеты минимизировать значительно и вывести вообще за город, это все равно улица будет переезд. Хорошо, по 17-му кварталу. 17-й квартал у нас задача по строительству остается. К слову, мы вот за эти первые 100 дней закончили работу с московскими коллегами, которые, значит, КБ «Стрелка», которые за свой счет нам сделали концепцию того, как это здание должно выглядеть. Это мы получили, кстати, значимый результат, надо было его отметить. Поскромничали. Соответственно, дальнейшая, значит, разработка технического задания, она будет сделана. К слову, мы сегодня должны понимать, отправная точка какая. У нас с нашим муниципальным предприятием есть заключенный договор развития застроенной территории, в который попало многоквартирные дома на углу Пионерского, Жарницкого и училища Олимпийского резерва. По этим объектам, значит, мы с точки зрения муниципальной гарантии переселяем часть домов уходит по республиканской адресной программе, и часть домов должен сейчас наш застройщик переселить. Как только это будет переселено, мы начнем там строительство. А от этих планов никто не отказывается, они у нас, значит, находятся в фокусе внимания.
работа ведется. С точки зрения теперь расстояний от... Прошу прощения, а сроки какие-то есть по возможной по переезду мэрии, продаже этого здания? Ну, я думаю, продажа этого здания это не есть самоцель. Самоцель это собрать наши подведомственные учреждения, которые разбросаны сегодня по 17 адресам в городе Якутске. Строительство нового объекта, ну, мы ставим это начало строительства где-то, наверное, в лучшем случае конец 2023 года. С определением проекта, прохождением экспертизы его и самое главное это расселить дома. Пока мы не расселили это дома, мы не можем сформировать там земельный участок, который получит ГПЗУ. Пока нету ГПЗУ, нету возможности проходить экспертизу. Вот, все упирается в это. Поэтому сроки такие. По алкоточкам, ну, никто не заставляет полностью их уехать за город, что в принципе недопустимо и невозможно, ровно потому, что мы ограничим права тех людей, которые хотят это закупать с комфортом или недалеко и доступность. Но с точки зрения того, что их стало очень много, я думаю, с этим никто спорить не будет. Поэтому организовать по количеству магазинов этих и их требования, там, размеры, соблюдение ими там каких-то требований, вот поэтому, да, мы будем работать. Я считаю, что просто их слишком много. Да. Да, по проспекту Ленина мы идем согласно проработанной изначально сетевой диаграмме по определенным временным показателям. Мы находимся в графике. Значит, сегодня ведется работа силами водоканала. Из городского бюджета были доведены, значит, согласно дорожной карте, те субсидии, которые необходимы им для проведения работ в самом коллекторе. Значит, 25 колодцев, которые необходимо было отремонтировать, они ремонтируют. Значит, и ведутся работы по восстановлению внутри самой трубы, которая лежит в коллекторе. Мы, значит, находимся сегодня в завершающей стадии прохождения экспертизы проекта. Должны получить на днях, значит, заключение положительной экспертизы, ну и, соответственно, сразу выходим на торги. Сейчас случай не повлиял никак на работу по коллектору? Но с точки зрения общего процесса, который в целом лежит на деятельность по проспекту, нет. Сегодня нету, значит, рисков того, что работа будет приостановлена или что-то такое. Но дальше уже разберется сам водоканал со следствием. Саша, пожалуйста. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Все время говорилось, что есть гарантия на объекты, при строительстве дорог, да? И выяснилось, что СТК «АЛАС» не сможет эти работы выполнить. Кто вместо СТК «АЛАС» эти работы выполняет и как будут возмещены эти расходы? К слову, с СТК «АЛАС», конечно, ситуация, она нестандартная. Там, значит, нужно понимать, что сегодня гарантийное обязательство сам СТК «АЛАС» выполняет. То есть, то он, господин... За деньги, бюджетные деньги? Нет, он сам выполняет свои сейчас гарантийные обязательства СТК «АЛАС». Но пока, значит, его состояние было непонятно, мы, значит, пришли к такому подходу, который позволяет сегодня закон. Выполнить работы, которые были не доделаны или возникли гарантийные обязательства к подрядчику за счет бюджета, это позволяет сегодня. И в регрессном порядке, значит, выставить эти требования по взысканию в судебном порядке. Но сегодня к этому, значит, да, работы выполняет сам СТК «АЛАС», понимая, что неотвратимость наказания по-любому придет за ним. У нас с точки зрения этого ни один подрядчик не забалует. Мы каждого заставляем, значит, выполнять все наши требования по гарантийным обязательствам. Это нет такого, чтобы кто-то от нас ушел. А вот в Илтумене при обсуждении исполнения бюджета за прошлый год выяснилось, что неосвоенными остались 4,7 миллиона рублей на газификацию участков, выделенных для многодетных семей. Почему такое случилось? Это касается, по-моему, Северного. Да. У нас вообще работы относительно газификации, значит, у нас возникали ряд сложностей с
в виду там, объективных причин и субъективных причин. У нас по работам возникали изменения в ПСД, которые требовали прохождения заново экспертизы. Исходя из этого, там часть денег не были освоены, там, потому что сроки вышли, год закончился. Соответственно, в этом году в целом для реализации проекта это не является угрозой. Все 1310 земельных участков по Северному и 900 с лишним по Хатасам будут подключены к газу по многодетным. Они уже сейчас, к слову, в Северном идет финальные, значит, пневматические испытания. Подтверждают работоспособность газовой системы держать давление. И насчет финансирования детсадов. Вот вы много раз говорили, что есть очень, ведете такую работу с правительством, да, чтобы правительство больше выделило, республика больше выделила денег. А между тем выяснилось, что сокращается там финансирование детских садов и еще не выделены деньги для возмещения расходов частным детским садам. Как вопрос решается? Сейчас проведены ли подсчеты, сколько будет сокращено штатных единиц? Приведет ли это к увольнению работников? По детским садам действительно есть ряд вопросов, которые сегодня накопились. Да? В частности, по частным детским садам тот механизм возмещения понесенных затрат, который сегодня есть, он подразумевает собой то, что вот опаздывание на несколько месяцев. Этот порядок уже устоявшийся и, безусловно, значит, он сегодня налагает определенные, значит, издержки лишние, которые внесут предприниматели. Вместе с тем, вот те нормативно-правовые акты, решения, которые были решены правительством, они были подвергнуты резкой критике со стороны главы республики Илдархана, и задача была поставлена, чтобы, значит, вот, пересмотреть эти решения. Поэтому с точки зрения принятия решения Минобром, я сейчас могу сказать, что им была поставлена задача пересмотреть с точки зрения сегодняшней проблемы доведения денежных средств до частных садиков за второе полугодие. Этот вопрос будет, безусловно, решен положительно. Это, к слову, это из года в год так происходит. Это не в первый год сегодня как стало. Просто в этом году как-то особо политический окрас ей придали. Но на самом деле это всегда так было, и эти деньги, безусловно, будут доведены до них. Нет, а насчет финансирования детсадов, муниципальных детсадов? Но сокращение будет. вот этот вопрос как раз таки был и правительству обозначен, вот как раз то, что там по часам будет сокращение и прочее, да, этот вопрос был подвергнут критикой на совещании с Сен Сергеевичем, и поэтому Минобр с Минфином пошли пересчитывать, переделать все это. Понятно. И последний вопрос, пожалуйста. Вот на Ньюсе недавно, вот сегодня вечером вышло ваше интервью, и заголовок такой, что буду работать мэром 10 лет. А чего вы решили, что будете столько времени на этом посту? Ну, это очень просто. Смотрите, вот когда в вопросах планирования человек же зависит от тех горизонтов, которые он видит. Я для себя планирую те задачи и работы, которые требуют фундаментальных решений. Вот та же система водоотведения, она возможна только в контексте 10 лет. Спланированная, четкая работа. И поэтому заголовки вы уже даете сами, когда разговариваете. Вот когда мы журналисты, я имею в виду. Вот когда мы разговаривали с журналистом, я сказал, что вот нормальная работа возможна в контексте 10 лет, и для себя я ставлю задачи и цели, которые за 10 лет. Но там вопрос второго срока и там прочее, это вопрос уже выбора. Но, по крайней мере, каждый день, когда утром я встаю, еду сюда на работу, я знаю, что вот мои главные цели, они в горизонте 10 лет находятся. Можно дополнить вопрос Саши по СКК «Аллах». А это правда то, что заявителям как раз-таки обысков и на главстрой, и на подрядчиков был как раз-таки господин Иванов? И второй вопрос касательно берегоукрепительных работ. Сегодня тоже на Сахалинсе вышла статья касательно берегоукрепительных работ, которые проводились прошлым руководством города Авсентьева и Федоровым и по Хатасам. Ну и до этого тоже были публикации по берегоукрепительным работам, которые проводились уже в этом году и касались именно вас. И то, что они проводились без тендеров и без конкурсов. Как вы можете это объяснить? Ну, по первому вопросу, было бы странно, когда человек заявляет сам на себя. К слову, и господин Ибадов является тоже, значит, фигурантом в этом вопросе, поэтому это исключено. Скорее всего, это не так.
Значит, по вопросу берегоукрепления нужно понимать, что у нас эрозия, значит, береговой линии, которая есть сегодня, это вопрос острый, и стоит он уже, наверное, несколько лет подряд уже, десятилетия уже стоит. С точки зрения, значит, жизни, имущества людей конкретно, которые живут на этой полосе, то это вопрос, который не требует неотлагательных решений. Мы во все колокола говорим и говорили и будем говорить, то, что нам необходима комплексная программа по берегоукреплению, строительству берегозащитных сооружений по всей линии города. Хатасы, Табага, значит, Тулагина, пригород. И как происходили события вот по вашему вопросу относительно публикаций, которые были по берегоукреплению. Это было в период моей работы, значит, и следующая история. Вот надо съездить на место вам и посмотреть, какие дома были спасены. Там стоит на пригорке дом ветеранов. Он вот прям по стене его, он стоит на кромке обрушения. И если не отсыпали бы его, то, значит, не факт, что этот паводок бы отстоял. Но для того, чтобы все соответствовало, значит, есть процедура. Необходимо решение КЧС республиканского. КЧС республиканская решает, да, необходимо провести вот на этих объектах берегоукрепительные работы. У нас есть требования, по которым, значит, эти работы должны проводиться до апреля месяца. Требования такие есть. Значит, соответственно, заключается, проведен КЧС, сказано уже, занимаете предварительный договор заключенный. И, значит, для того, чтобы до апреля успеть, пока этих лимитов нету. Вот поймите, у нас мы живем в государстве, в котором должны быть лимиты, чтобы провести какие-то действия, законтрактоваться, провести, значит, конкурс и прочее. Пока лимитов не было, но жизни и здоровью людей, имуществу реальная угроза. Для того, чтобы все это сохранить, предварительный договор, и подрядчики на свои деньги, там, которые были определены, сами все это сделали. К слову, и сегодня даже не оплачены эти деньги подрядчикам. Сегодня идет проверка, значит, внутренняя по этим публикациям, но в целом мы, значит, уверены в том, что все соответствует закону. Идет, значит, проверка документов органами надзорными, и с точки зрения, значит, при подтверждении объемов, и мы считаем, что вполне правильным надо заплатить подрядчикам, которые, значит, на свой, значит, страх и риск, значит, по подтвержденным стоимостным показателям, которые проходят экспертизу, сделали эту работу. Если бы не сделали эту работу, а уплыли дома у людей, это было бы гораздо печальнее. Мы здесь в интересах людей действовали. К слову, хочу вам сказать то, что необходимо эти работы проводить и в будущем. Было бы проще, если бы эти работы были заложены в бюджете республики, либо еще лучше в федеральном бюджете, чтобы каждую весну не подпрыгивать и не производить КЧС. Вот и все. Евгений Николаевич, у меня, наверное, скорее всего, предложение, нежели вопрос. Станьте первым начальником, кто засеет столицу Сарданой. Вы вот уже реально третий мэр, кому я предлагаю это сделать, причем не на клумбах, а где-то на газонах. Арифметика там очень простая. В прошлом году я посадила 3, в этом году у меня 18. Они ведут себя как захватчики. Мы даже вот отправляли, ну почему петунии, да, отправляли запрос. Нам говорили, что у петунии там самый долгосрочный период цветения, и они неприхотливы. Но ведь это же неправда. Ну или пора менять уже соболя на гербена петунию. И вот 2 миллиона цветов заявили, что посадят к знаменательному празднику. 2 миллиона, это будет 2 миллиона петуний, да? Вот я, к сожалению, в вопросах садоводства и по цветам я на начальной стадии развития, как ботаник, наверное, я пока не состоялся, но тем не менее ваши замечания мы учтем. И вот в вопросах, значит, озеленения, которую задача нами поставлена, Сардана хороший цветок, надо восполнить этот момент. Евгений Николаевич, вы третий мэр, Бог любит Троицу. Ну, А что с мусорным полигоном, а какова судьба его? Его закроем, как только будет, значит, по дорожной карте принято председателем правительства 28 марта, мы до 2023 года строится новый полигон и мусороперегрузочная станция. До тех пор, пока новый полигон не будет построен, никакой логики в закрытии, даже понимая, что его нужно закрывать, нет. А куда он мусор возить будет? Такова жизнь. Пожаров нет? Не горит нынче? Мы предлагаем все усилия для того, чтобы он не загорелся. Алексей, пожалуйста. Виктор Якутович Пахомов. Ну, у меня вопрос такой. Вот недавно практически МРВПР заявили, да, буквально на днях это было на форуме, о том, что Актайка все-таки грунтов
идет, да, ну не такая сильная вроде как, да, и тут там порядка 10% зданий могут быть подвержены опасности обрушения все-таки. Какая-то программа в Якутске есть по вот этой работе? И что это будет? Или будет вообще вкладываться в институт, может быть, в изучение этого вопроса? Вот, смотрите, здесь вообще вопрос мерзлотного контроля встает. Сегодня полномочия и обязанности по мерзлотному контролю, а как это выглядит? Вот вы должны понимать, что любое свайное поле и любой фундамент имеет, значит, температурные трубки. Надо прийти температурную трубку, отпустить, значит, туда датчик, измерить температуру грунтов, соответствуют ли они режиму, значит, эксплуатации здания. Сегодня этим должны заниматься управляющие компании. Значит, ряд из них это делает, ряд из них это дело игнорирует. Да? И с этой точки зрения мерзлотный контроль, значит, определение полномочий по надзору управляющей компании передать нам, чтобы мы могли с них это требовать. И более того, значит, в структуре нашего блока ЖКХ определить мерзлотный контроль свой, значит, для того, чтобы иметь возможность видеть картину реальную. Сегодня то, что оттайка идет, не идет, значит, разные позиции есть. С точки зрения общего необходимого мероприятия, которое сделать нужно, номер один – это водоотведение. Пока мы не сделаем водоотведение, на, значит, криолитозону будет воздействовать влага. Это хуже всего. Вот яркий пример, который мы получили в прошлом году, это автодорожная 8/4. Когда у нас подъезд по температурному шву, значит, откололся фундамент вследствие того, что там были обводненные грунты. Вот безопасность наших многоквартирных домов, и зданий, и сооружений в целом на свайных фундаментах, долговечность службы дорог, значит, благоустройство дворовых территорий – это вопрос водоотведения, который так или иначе коррелируется. Тогда еще один вопрос, да, а будет ли город, к примеру, да, или, может быть, как изменить свою позицию, да, в плане выделения земли для строительства? Может быть, нам надо уже уходить от МКД, да, вот этих многоэтажек, которые строятся, там, муравейники, и все-таки то ли на индивидуальные жилье приходить, то ли на малоэтажное строительство. Есть какие-то планы там по открытию новых районов в городе, где это будет застройка? ИЖС? Да, ИЖС, там малоэтажное строительство. У нас сегодня в темпах строительства нужно понимать, что город-то в принципе прирастает ИЖСом. Ежегодно мы получаем сумму около 100 тысяч квадратных метров по ИЖС. Он так и так растет. Ну, понятно, просто речь идет о чем. Если мы говорим о ЖС, значит, там город, может быть, должен вложиться там, в коммуникации, там, проведение там, каких-то канализационных сетей, еще что-то такое, да? Да. Это не просто так, что мы взяли, дали, сказали, перестройки деревяшки, да? Нет, смотрите, здесь с точки зрения тех требований, которые подразумевают свое слово «город», да, вообще мировая практика урбанистики и управления городами сводится к одному железному правилу. Города надо, чтобы росли ввысь. Если город растет, значит, пригородами, с точки зрения бюджетных расходов, это очень большие обязательства. Потому что плотность населения – это есть фактор, который способствует развитию города. Вот в одной высотке может жить 1000 человек, 1000 людей. И, значит, для обеспечения этих 1000 людей строится одна дорога. Для того, чтобы на такой же площади разместиться может 2-3 частных дома. Но к ним опять же нужна дорога, которую нужно чистить и прочее, прочее. Поэтому с точки зрения урбанистики это закон, да? Это правило, которое выработано. Поэтому пока мы в городе в самом, в центральной части, в устоявшейся части, где есть социальная инфраструктура, мы должны навести, значит, порядок, а потом уже пойдем к пригородам. Нужно понимать, что пригороды это дорого. Значит, все же хотят асфальтовую дорогу, значит, хотят централизованную систему канализации, централизованную систему воды. Это все очень дорого с точки зрения обеспечения их пригородных территорий. Вот те же работы, которые мы тянем сегодня, занимаемся по ВОЛСу. Оптика, значит, в пригороде, она неинтересна для тех же провайдеров, потому что они говорят, там километры, а людей меньше. Не, тут это, конечно, вопрос такой сложный, да? Тогда в таком случае, если мы говорим про 17-й квартал, там собираетесь принести туда администрацию города, да? Там же тоже нет никакой инфраструктуры. Туда тоже надо ее вести, проводить и ставить. Почему вы решили, что там нет инфраструктуры? Там канализация, я чуть не припомню, что были там в пьяных домах, там самовольные какие-то нехитрые. Смотрите, канализация есть вдоль всей улицы Пионерской, вдоль улицы Жарницкого идет канализация, а также водопровод. Отопление, значит, у нас есть котельные там в 3-м квартале, поэтому с точки зрения обеспеченности коммуникаций для строительства административного здания мэрии там все есть.
А с точки зрения дальнейшего строительства там, инженерных сетей, вот нами принята в прошлом году схема теплоснабжения, в которой закольцовка ГРЭСов идет. И с этой закольцовкой у нас, слово, мы при строительстве окружного шоссе уже заложили воду под полотном дороги, и, соответственно, значит, отопление, вода и все вопросы закрываются. По сетям, да, у нас в центре города идут вот канализационный сейчас коллектор и так далее, да? Вот когда вот эти трубы будут проложены вообще, вопрос? В 62-м году. Да. Насколько вот вы думаете, они вообще вот, жизнеспособны вот эти вот вещи, да, которые сейчас лежат здесь? Как вот вообще, ну сколько туда денег надо вбухать, чтобы все дело восстановить, там, по новой переложить и так далее? Это одно. Второй момент, есть по газопроводу, первая трубка у нас. Подождите, вы давайте, вот просто очень объемные вопросы. Вот мы на первый ответим, я не понимаю суть вопроса. Что значит? Вот. Не, ну надо же инвестиции какие-то делать. Я так думаю, что эти трубы старые наверняка подлежат замене все. Потому как бы я интересовался у людей, которые там вот ходили по этому коллектору, да, смотрели. Там буквально говорят, что канализацию чуть ли не пальцем может проткнуть, там именно поэтому сегодня водоканал ведет работу по восстановлению трубы. Там по технологии все очень просто. Они сейчас будут запускать специальную машину, которая внутри трубы будет изнутри ее промывать и, значит, делать из ПВХ материала новую трубу еще одну. Технология такая. С точки зрения ремонтов, это все требует денег, безусловно, конечно. Но и мы не можем сказать, что все 62-го года коллектор нам он не нужен. Так не получится. А строительство третьего коллектора когда начнется? Он строится, он же сегодня уже проходит там в сторону автодорожной, в сторону зала, он идет, и работы ведутся им, слава богу, водоканал. Это очень важно. Третий коллектор очень важен для города Якутска. Пока он не будет построен, у нас вот этот коллектор под проспектом Ленина останется таким же перегруженным, и мы не сможем застраивать массово залов. Евгений Николаевич, 27. Следующий год же мы должны в этом следующем году провести реконструкцию проспекта. Это бельмо так и останется в центре города? Ленина 27 в плане без застройки то, что останется? Ну да, там справа от Ленина. Я знаю. Там же вопрос сейчас именно имущественного характера между частью собственников и компании, которая там работает, а их капитал, да, поэтому этот вопрос, наверное, без них обсуждать здесь не имеет смысла. Ну хорошо, городские власти как-то могут на это повлиять? Мы столько лет уже слышим про то, что некоторые имущественные споры идет, и конца края ему не видно. И центр города у нас в Европе этот заборчик. Ну, то, что заборчик будет изменен, это факт. Если он там останется, то он будет соответствовать тем требованиям, которые есть, но с точки зрения там решения, вы поймите, вы когда заходите в судебный процесс, то уже полномочия муниципалитета в рамках там административных регламентов наших, они же очень сильно ограничены. Мы же не можем сегодня влиять на имущественный характер вопроса, если не являемся там собственниками. Мы не можем сказать, вы правы, вы не правы. Это уже суд определит, по какой стоимости, как они должны быть. Пожалуйста, да, у меня есть несколько вопросов еще. Хотел бы секретарю уточнить все-таки сроки. Вы сказали, здание в 16 квартале, вы предварительно начало строительства, вы сказали, в конце 23 года. К концу 23 года у нас появится возможность хотя бы получить пустой участок. Вот. Да, получить пустой участок с готовой проектно-сметной документацией. Пока, вы поймите, здесь процесс же такой, пока не сформирован земельный участок, ты не сможешь сделать ПСД полностью и пройти его экспертизу. Мы предварительно проработки это все сделали уже. Но надо сейчас людей достроить им новое здание, жилой дом, туда переселить людей. После того, как мы их переселим, снести этот объект, там дальше кадастровая работа, объединение участков, все то, что способствует. То есть в лучшем случае строительство начнется в 24 году? Где-то ориентироваться нужно так, да. Но если мы начнем, то за год с лишним мы его построим. Да, и по поводу объекта Газпрома, который рядом с Белым озером, ничего не знаете насчет срока введения? Я там смотрел у них на паспорте объекта, очень оптимистично написано 4-й квартал 21. Что-то как-то, учитывая, что там только песок, очень сильно сомневаюсь, что не... Там уже далеко не песок, там у них с точки зрения строительного процесса нулевой цикл уже весь готов. Это наиболее сложный процесс практически во всех строительных объектах, тем более таких вот спортивных. Они же не высотные, по сути дела. Там самая большая нагрузка это на бассейн с чашей. Они это все сделаны уже. Эти работы не ведутся. И по поводу все-таки сроков начала работы на проспекте, когда вы планируете закрывать улицы,
Вот это вопрос постоянно какой-то... Ну, так такового перекрытия улиц по проспекту Ленина мы массового не будем делать. Мы планируем идти захватки закрывать полосами. Да? И в этом году мы начнем со стороны улицы Кулаковского. Вот, и постепенно к 22 году, к сентябрю 22 года мы от улицы Кулаковского до здания Лорпа центральную часть отремонтируем. Ага, а улицу Труда тоже обещали в связи с... В этом году она у нас в числе 8 объектов, которые сейчас будут проводить контрактацию и будут ремонтироваться 2 года. Улица Труда у нас стоит. Мы ее полностью откроем с Дзержинского и выведем ее туда, на сторону Гресса. Соответственно, мы обеспечим там новую дорогу и будем, к слову, на следующей неделе выедем на Труда, посмотрим, значит, как в контексте там квартала, который строится там креативного кластера, и как вообще коррелируется деятельность там этого рынка, на каком основании там он работает. Ну, посмотрим с точки зрения там документации и прочего. Ну, это уже второй вопрос, куда мы планируем их деть. Первый вопрос, это как сегодня, значит, есть же запрос от жителей города Якутска, что нам надо навести порядок. Поедем, посмотрим, как что процесс уже запущен, там, значит, работала фреза, часть снимали, сейчас там со следующей недели силы Якутдурстроя будут перекинуты туда. И еще тут вопрос от подписчиков, как будут отбирать дворы для их ремонта, как будут включать программу? У нас в основу принятия, значит, этой программы было голосование рейтинговое, которое было проведено в рамках программы формирования современной городской среды. Там было отобрано 98 дворовых территорий, которые были ранжированы по количеству голосов, которые проголосовали. За базу взят он. Единственное, мы ввели в него корректировки ввиду появления национального проекта БКАТ и, значит, программы по фонду капитального ремонта. То есть желательно сделать дворовые территории, чтобы был комплексный эффект. Вот вам дорогу сделали, значит, и фонд капитального ремонта здания, и еще и двор. Тогда получается комплексность, так. Я предлагаю завершить нашу пресс-конференцию. Если у вас у кого-то остались еще вопросы, мы с удовольствием на них ответим персонально. Благодарю вас за участие. Спасибо. До скорых встреч. Спасибо. До свидания.